4 экипажа из Карелии, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Для тестирования маршрута первыми в путешествие по северному ожерелью России едут путешественники, владельцы и конструкторы автомашин промышленной группы ГАЗ «Соболь 4×4», а также журналисты крупных автомобильных изданий. Готовиться к выезду туристы начали еще загодя. За день до старта они тщательно проверяют техническое состояние своих авто. Впереди 1500 километров. Поскольку зима и проезд первый, и где-то может замести. То есть у нас же такая экспериментальная история, да? И опять же, да, первой-второй категории, то есть на второй категории могут уже встречаться какие-то препятствия. Выбраны, в общем, внедорожные автомобили, которые, с одной стороны, гарантированно везде пройдут на этой. Да, то есть мы можем где-то себе пометить, что вот это, например, сложное место, и сюда не надо на «Жигулях» соваться зимой. Вот, но мы-то сами проедем. И второе, как вы видите, машины большие, внутри много места, что позволяет собой взять достаточное количество журналистов, представителей, партнеров и так далее. То есть это такая хорошая, большая экспедиция. И вот точка сбора – это туристические врата республики, финно-угорский этнопарк. Стартовая точка на карте автопутешественников уже сама по себе привлекает повышенное внимание участников заезда. Ведь здесь в виде музейных экспонатов собрано все то, что туристам еще только предстоит увидеть на своем пути вживую. Небольшой перерыв на отдых с дороги, оргсобрание и раздача презентов. Это головные уборы и шарфы с национальной символикой. Авторство известной на всю Россию коми-мастерицы Светланы Туровой. Сколько у нас лап здесь? 7. 7. Цифра 7 у коми считается счастливым числом, которое дает богатство. Утеплиться в пути не помешает. Коми-край встречает туристов суровой северной погодой. Это испытание на прочность не только для участников пробега, но и для самих машин. Как поведут себя в заезде авто отечественного производства. Также одна из целей экспедиции. Организаторы максимально дотошны по всем без исключения параметрам. Им важно не только понять, что и где интересного могут увидеть будущие путешественники. Они собираются фиксировать абсолютно все на своем пути. Вплоть до координат на карте с кафе, музеями и местами ночлега. Я бы хотел, чтобы мы показали вам, а вы увидели республику Коми изнутри. И когда я говорю об этом, я перво-наперво говорю о людях. И красивых мест много. Реки красивые, горы красивые, города красивые, а люди разные. Они составляют ту, так сказать, изюминку, которая является, так сказать, как мне кажется, таким притягательным элементом. Эту идею с представителем Федерации спортивного туризма Карелии Петром Груздевым Геннадий Марковский начал вынашивать еще 2 года назад. После анализа туристической инфраструктуры и достопримечательностей они пришли к выводу: и вполне по силам организовать кольцевой маршрут через Сыктывкар, Усть-Кулом, Тройско-Печорск, Ухту, Емву, Микунь и снова столицу Коми. Причем именно на машинах. При этом уровень безопасности на новом маршруте должен быть гарантирован его сертификацией. Группа первопроходцев в эти дни должна не просто проехать новым туристическим путем, но и параллельно вести маршрутную книжку, которая в итоге станет полноценным изданием-путеводителем для путешественников. Будем относиться ко всему очень и очень позитивно. Дело это новое, дело это первое, поэтому всякое может случиться, например, шампанское может не выстрелить. И вот остается позади первый город на карте – Сыктывкар. Он явно удивил гостей своей самобытностью. Современные строения в центре столицы довольно скоро сменили частные дома, такие, какими их возвели и 100 лет назад. И вот уже мост через Вычегду, отворотка на Нювчем. По пути федеральным экспертам обо всех примечательных местах в подробностях рассказывает экскурсовод, аттестованный. Легенд и историй у Светланы Тюрниной в запасе с лихвой. К примеру, о Курт-Айке. Это Курт-Айка. С коми-языка переводится «кырт» – железо, «айка» – мужчина, но больше свекор в данном случае. Этот человек могучий, сильный, жадный, вредный, злой, по легенде, который сковал эти цепи, как кузнец, он был кузнецом, и перекрыл реку Вычегду, брал дань с купцов, которые ехали торговать, отбирал рыбу у рыбаков. То есть он остался в легендах таким человеком. Теперь он не только в легендах. Изваяние на подступах к Арткировскому району появилось 2 года назад. И это вовсе не памятник, как утверждают его авторы, а арт-объект, призванный еще раз подчеркнуть: эти места испокон веков славились своими умельцами-кузнецами. В
Впереди у путешественников база отдыха Мишкин-лес, храмовый комплекс в Ашкуре, крупнейший в Коми старинный амбар деревянский и лямпы в Большелоге. А еще город железнодорожников и родина первой российской нефти. Любовь Лапина, Наталья Литкевич, телеканал «Юрган».